В эфире информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжания провел совещание с активом района по итогам деятельности за 6 месяцев текущего года. В Абиге прошла защита диссертации на соискание ученых степени. О сложной и кропотливой работе по ремонту и восстановлению трансформаторов, о проблемах трансформаторного цеха в нашем материале. В Сухумском олимпийском бассейне прошли открытые соревнования по плаванию. Доходная часть бюджета Гулрыбского района за первое полугодие текущего года выполнена на 104,6%, а выполнение плановых показателей по налогам составило 135%. Президент Аслан Бжания провел совещание с активом района по итогам деятельности за 6 месяцев текущего года. Доходная часть бюджета Гулрыбского района за первое полугодие 2024 выполнена на 104,6% при плане 132 миллиона 680 тысяч рублей. Фактическое поступление составило 138 миллионов 718 тысяч. Собственные доходы составили более 57 миллионов при плане 49 миллионов 805 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление собственных доходов увеличилось на 14 миллионов 649 тысяч или на 34%. За первое полугодие 2024 года из республиканского бюджета поступили денежные средства в виде дотаций, которые составили 28 миллионов 285 тысяч рублей, при плановом показателе 29 миллионов 500 тысяч рублей или 98,9%, и субсидии, которые составили 51 миллион 700 тысяч рублей, при плане 41 миллион 940 тысяч рублей или 123%. Также за анализируемый период 2024 года из резервного фонда президента Республики Абхазия поступили средства в сумме 950 тысяч рублей. Расходная часть бюджета за данный период выполнена на 98,9%. При плане 151 миллион 727 тысяч рублей фактические расходы составили 150 миллионов 107 тысяч рублей, что больше на 23,8% расходов за аналогичный период 2023 года. Плановые показатели налоговых и иных платежей по Гулрыбскому району за 6 месяцев текущего года выполнены на 135%. А с учетом изменений, которые производились в течение года, процент выполнения составил 123,4%. То есть при плане 59 миллионов 858,8 тысяч рублей поступление платежей в бюджет района составили 73 миллиона 849,1 тысяч рублей. Динамика роста поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 35,5%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила плюс 13 миллионов 990 тысяч рублей. За аналогичный период прошлого года при плане 43 миллиона 479,5 тысяч рублей поступления налоговых платежей в бюджет района составили 54 миллиона 501 тысячи рублей. В разрезе по видам налоговых платежей плановые показатели выполнены по всем видам без исключения. В ходе отчетного совещания было отмечено, что в районе развивается туристическая сфера, и для этого есть прекрасная база от моря и целебных источников до исторических мест. Здесь уже функционирует 83 объекта, количество койко-мест около 1200 единиц. Уникальные природные возможности, которыми обладает Абхазия, представляют все условия для создания на территории Гулрыбского района горнолыжного курорта. Это очень перспективное направление для района. Учитывая большое количество сохранившихся до сегодняшних дней в Абхазии христианских святынь, а это старейшие монастыри и церкви, их в районе более 30. Все это привлекает паломников, и в районе активно развивается такое направление, как паломнические туры.
В этом году в Гулрыбском районе ожидается до 20 тысяч тонн цитрусовых. Для участия в государственной целевой программе развития сельского хозяйства на рассмотрение в Минсельхоз подано 44 проекта. Из них одобрено 40 на сумму 15 миллионов рублей. Также Министерством сельского хозяйства району выделены ядохимикаты для борьбы с сельхозвредителями. МТСом Гулрыбского района в июле текущего года были начаты и завершены работы по опрыскиванию деревьев и кустарников ядохимикатами для уничтожения американской белой бабочки и коричневого мраморного клопа, кукурузной совки и стеблевого мотылька на площади 152 гектара. Работы проведены совместно с представителями администрации сел района. На эти цели администрации района выделено 353 тысячи рублей. О проделанной работе за первое полугодие 2024-го рассказали главы ЖКХ и отдела статистики Гулрыбского района. Количество родившихся в первом полугодии 2024 года составило 34 ребенка. Из них мальчиков 16, девочек 18. Абхазов 21, русских 3, армян 8 человек, другой национальности 2. Количество родившихся в первом полугодии 2023 года для сравнения 36 человек. Количество умерших в первом полугодии 2024 года 67 человек. Глава государства отметил динамику и постепенное экономическое развитие района, при этом подчеркнув низкую собираемость за потребленную электроэнергию по итогам 6 месяцев. Цифра там тревожная. Есть данные по одному месяцу, там ситуация лучше уже. Как мне докладывал глава района, команда поменялась, я так понимаю, да? Примерно на совещании будем проводить у министра энергетики и транспорта. Вот эти показатели должны быть выполнены. Для чего это нужно? Все эти деньги вернутся в район, все эти деньги вернутся в энергетику. Но если мы не соберем деньги за потребленную электроэнергию, то ситуация будет очень осложнена. Особое внимание также необходимо уделить активно развивающейся в районе туристической сфере, отметил глава государства. При этом начинающим ательерам важно не мешать в курортный сезон. Но есть определенные жалобы со стороны ательеров, владельцев. Огромное количество контрольных мероприятий проводит милиция, прокуратура и так далее. Представители, правоохранителей контрольных органов. Я хотел бы вас попросить эти мероприятия проводить перед сезоном и после сезона, а не во время сезона. И в этом смысле давление должно быть разумным, а не чрезмерным. Есть такая история, когда людям надо дать возможность встать на ноги. Надо дождаться, когда субъекты экономики выходят на определенный уровень развития. Люди рискуют своими деньгами. Это частный капитал, как правило. Они и формируют наш с вами бюджет. Они создают рабочие места. Они содержат свои семьи. Это уже большой вклад в государственное строительство. Цифры, которые сегодня здесь озвучены, они соответствуют действительности. Помимо документов и цифр можно выйти и посмотреть на тот гараж. Этот гараж, парк автомобилей будет расти. И благодаря вашим усилиям и усилиям руководства страны это очень радует. Радуют такие вещи, как то, что происходит в этом зале, то, что сегодня сидим мы в нормальных условиях. Радует то, что в районе появились крупные инвесторы и пошел процесс строительства. Будет еще больше, будет еще лучше. Мы на эту тему говорим несколько лет подряд. Мы иногда сталкиваемся с непониманием. Тем не менее, процесс экономического развития идет. Главная отрасль нашей экономики – это туризм. Главная отрасль нашей экономики – это все, что связано с туризмом, развитие сельского хозяйства, создание рабочих мест. Только таким образом. Мы понимаем, откуда наш турист. Мы понимаем, кто этот турист. Это все имеет непосредственное отношение с тем, как мы будем выстраивать отношения с нашим практически единственным союзником Российской Федерации. Поэтому, мои уважаемые друзья, уважаемые коллеги, это надо иметь в виду, и в этом направлении надо двигаться. Еще хотел бы обратить внимание, по статистике неплохая картина складывается у правоохранителей, количество преступлений по тем данным, которые мы располагаем, оно в рамках допустимого,
Но дальше надо работать. Надо понимать, что я в этом разбираюсь, что не все отчеты с точки зрения отчетности правоохранительных органов отражают реальную картину. Такое тоже есть. И в этом плане надо работать дальше. Наши граждане должны себя чувствовать в безопасности. В безопасности должны себя чувствовать люди, которые к нам приезжают. Тем более узловой такой будет, скажем так, транспортный, такая крупная транспортная история, связанная с запуском аэропорта, большой поток людей и так далее. Поэтому это надо иметь в виду. Если возникнет необходимость, я так понимаю, что там будет создан или воссоздан, по-новому будет работать линейный отдел милиции, эти вопросы необходимо на этом этапе уже готовить. О проделанной работе также отчитались главы сел Гулрыбской администрации, районных СЭС, МЧС и других служб. Гугу Цавардани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Минобороны и СГБ провели межведомственные тактические учения. Были отработаны механизмы совместных действий оперативно-боевых подразделений СГБ и минометного расчета артиллерийской группы оборонного ведомства. 15 августа 2024 года на одном из полигонов Министерства обороны Республики Абхазия состоялись межведомственные двусторонние тактические учения со структурными подразделениями Службы государственной безопасности Республики Абхазия. По легенде учений, батальон спецназа противника перешел государственную границу Республики Абхазия для захвата стратегически важных участков местности с целью дальнейшего использования их для наступления главных сил противника. Для предотвращения замысла противника по приказу председателя Службы госбезопасности Республики Абхазия все структурные подразделения были приведены в боевую готовность и переброшены по направлению сосредоточения сил противника. Были отработаны механизмы совместных действий оперативно-боевых подразделений Службы госбезопасности Республики Абхазия и минометного расчета артиллерийской группы Министерства обороны Республики Абхазия. Учения проходили под личным контролем подполковника Кучуберия, который положительно оценил подготовку бойцов оперативных подразделений Службы госбезопасности Республики Абхазия, а также отметил, что подобные учения способствуют совершенствованию уровня полевой выучки личного состава, их слаженности при выполнении поставленных задач. Вот уже 30 лет, как при унитарном предприятии «Черноморэнерго» функционирует трансформаторный цех. Сейчас здесь трудится 16 человек. Все молодые специалисты. О буднях цеха и проблемах, с которыми здесь сталкиваются, в материале Рады Чичава. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» известно каждому жителю Абхазии. Работа его часто остается скрытой от глаз простых граждан, однако невероятно важна для республики. Сегодня вместе с инженером Черноморэнерго Ривазом Апшилава, посвятившим работе на предприятии почти 50 лет жизни, мы побывали в трансформаторном цеху. Именно здесь, на территории Черноморэнерго, проводится масштабная сложная работа по ремонту и восстановлению всех трансформаторов, находящихся на территории страны. Вот стоит трансформатор 10 мегаватт, он считается трехобмоточным ЕС, то есть заходит 110, 10 и 35. Вот своими силами делаем. Он вышел из строя, значит, катушка фазы А вышла из строя, своими силами мы его подготовили здесь. У нас тут стоит, значит, станок специальный для намотки катушек. Для проведения ремонтных работ в цеху есть все необходимое. Нужные детали заказываются в Российской Федерации, а оборудование установлено прямо здесь. На ремонт одного трансформатора может уйти целый месяц. Как рассказал Риваз Апшилава, работа эта тяжелая, кропотливая, порой круглосуточная и очень материально затратная. Потому что наши трансформаторы и наше оборудование советских времен. В основном 90%. Вот за последние где-то 20 лет мы получили трансформаторов 20-25 разной мощности. Так, основная масса оборудования работает больше 60 лет. Есть такие большие трансформаторы, у которых вес большой.
и у нас нету на них даже по территории Абхазии перевести, мы их делаем там же на месте. Но те трансформаторы силовые, там 125 мегаватт, там 40 мегаватт, там обходится где-то 2 месяца, 2,5 месяца. Это молодые люди, которые имеют семьи, дети, дома не находятся 2,5 месяца. Не моются, не купаются. Трансформаторный цех начал свою работу после Отечественной войны народа Абхазии. Сейчас здесь трудится 16 человек. И эти в основном молодые ребята, порой не знающие сна и отдыха, ежедневно помогают поддерживать энергетику страны. На этот цех где-то после войны сразу при Сергее Васильевиче начали, потом Резазантария, и вот мы его своими руками построили. 16 человек, из них где-то 10 человек молодых ребят, очень таких, можно сказать, толковых. Наши ученики уже и начальники цеха этого. Если бы этого цеха не было бы, то 4 бюджета Абхазии не хватило бы восстановить энергетику Абхазии. Это я могу смело сказать. Основной костяк немногочисленного коллектива цеха – молодые специалисты, активные и переживающие за конечный результат. Электрослесарь службы ремонта электрооборудования Георгий Квасбая рассказала в ежедневной рутине, которая порой очень сложна. Тяжелая работа в плане это физический труд в первую очередь. Это условия влияния погодные. Мы можем и под дождем работать, и ночью, и в снег, и на жаре. Стараемся, пока молодые, все получается. Работа заключается в том, что проводим текущий ремонт и капитальный ремонт. Разница в том, что это со снятием или без снятия обмоток. То есть это перемотка трансформаторных катушек, разборка трансформатора, разборка, шахтовка, наложение изоляции. Справляться с трудностями в работе, как отметил Георгий Квасбая, ему помогает нацеленность на хороший результат. Люблю проводить работу, которая дает результат. То есть я вижу то качество электроэнергии, которое было, скажем, лет 10 назад. Сейчас с нашими усилиями коллектива Черноморэнерго стараемся выходить на уровень, когда действительно качественная электроэнергия. Я думаю, люди это ощущают. Может быть, сейчас не получается у нас это делать, как говорится, быстрыми темпами, но перспектива, я думаю, у нас 5-3 лет, и мы, я уже думаю, выйдем на более качественный уровень. Работаю здесь с 2016 года на данной должности. Молодой перспективный коллектив у нас, много молодых ребят, знающих свое дело. Важность работы цеха и его сотрудников переоценить сложно, ведь по большей части трансформаторы, эксплуатируемые в республике, советских времен и постоянно нуждаются в ремонте. В год приходится ремонтировать порой по 6 больших трансформаторов и от 80 до 100 малых. Рада Чачава, Камила Джопо, Абхазское телевидение. В связи с кончиной доктора исторических наук, профессора, действительного члена Академии наук Абхазии, археолога, историка, кавказоведа, заслуженного деятеля науки Абхазии, кавалера ордена Ахтзепша второй степени Олега Хухутовича Бгашба создана комиссия по организации похорон. Возглавляет ее первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джинсух Нанба. Церемония прощания с Олегом Бгашба состоится 18 августа по адресу город Сухум, улица Чочо, 38. Траурный митинг начнется в 14 часов. Налика Сланзе присвоено звание доктора исторических наук, а Сураму Сакане – кандидата исторических наук. В Абиги прошла защита диссертации на соискание ученых степени. Репортаж Шазины Ханагуа. Открывая мероприятие, присутствовавшие минутой молчания почтили память известного абхазского археолога, историка, кавказоведа, доктора исторических наук, профессора Олега Бгашба. Ученый с мировым именем, яркий представитель профессиональной династии абхазских интеллигентов, автор более 150 научных работ, в том числе и 15 монографий, Олег Бгашба ушел из жизни 15 августа в День археолога. Тему «Женщины правящей элиты Абхазского царства. История, политика, династические связи в период с 8 по 13 века» Налика Сланзе выбрала не случайно. В письменных источниках по истории средневековой Абхазии информации о женщинах немного, и она касается исключительно венценосных особ. Несмотря на отрывочность сведений, есть основания говорить о высокой политической активности представительниц правящих династий Абхазского царства. Следует констатировать все возрастающий интерес к женщине в средневековой истории. Ранее медевисты обращались к женской теме, как правило, в рамках изучения семьи и брака в средние века,
Освоение феминной проблематики привело к тому, что в поле зрения специалистов оказались вопросы социально-правового статуса женщины, ее участия в политической, религиозной, экономической жизни средневекового социума. Изучение истории средневековой абхазской государственности предполагает всесторонний анализ деятельности правящей элиты, в том числе и женской ее части. Удачный выбор темы диссертации – основа успеха соискателя ученой степени. Особый интерес вызывают функции и полномочия представительниц царских династий Леонидов и абхазских Багратидов. Круг проблем, связанных со статусом, государственной деятельностью, способностями и возможностями царственных женщин, имеет важное значение для общего анализа политической, социальной и культурной истории Абхазии в эпоху Средневековья. Актуальность избранной темы состоит в том, что изучение таких институтов средневекового государства, как династия соправительства, невозможно без учета женского фактора. Целью данного исследования является выяснение места представительниц правящих домов Леонидов и абхазских Багратидов в политической структуре Абхазского царства и его соседей, а также степень и характер их влияния на внутреннюю и внешнюю политику этих государств с учетом особенностей культурного стереотипа женщин у власти. Объект исследования – женщины-монархи, правительницы Абхазского царства, а также жены, сестры и дочери абхазских царей. Официальный оппонент Наалы Касландзе Валерий Кварча отметил, что работа посвящена одной из важных проблем истории средневековой Абхазии. Исследование деятельности царственных женщин позволяет лучше понять механизм формирования и развития политических институтов абхазской монархии, функционирования средневековой абхазской государственности в целом. Выявление социального статуса и возможности государственных высокородных женщин, особенности их репрезентации в письменных и визуальных источниках позволяет дать более панорамную, глубокую и системную характеристику абхазского средневекового общества. Тема работы еще одного соискателя ученой степени, кандидата исторических наук Сурама Саканя, посвящена истории распространения христианства в Абхазии по материалам церковной археологии с IV по XII века. Цель диссертационной работы – изучение материальных свидетельств распространения христианства на территории Абхазии и реконструкция общей картины христианизации и истории церкви в период поздней античности и средневековья. Еще тогда, когда я учился в Институте искусствознания в Москве, просто пришлось уже по археологии пересдавать экзамен именно по археологии и потом уже как бы продолжить. Но это было немножко сложно организовать. В моей работе более 30 незафиксированных памятников было внесено. Объектом исследования в данной работе является непосредственно процесс христианизации Абхазии, а предметом анализа стали остатки христианских храмов позднеантичного и средневекового периодов. Их пространственное расположение, тип, особенности строительной техники, площадь и другие характеристики. Личное участие автора в подготовке диссертации заключается прежде всего в полевых исследованиях, проводившихся в течение 30 лет. Диссертация во многом базируется на материале, полученном лично автором или при непосредственном его участии. Пользовались теми материалами, которые когда-то были, проведены на территории Пицунского городища, на территории, Лыхтинского храма, Бедийского храма, Мокского и так далее, и так далее, и так далее. И определенный набор материала позволил, какие-то, как мне представляется, какие-то моменты, которые нужно было более подкорректировать. Я подкорректировал. Но какие-то, конечно, и были внесены, скажем, определенные тоже новшества. Защита диссертации – это самое волнительное событие в жизни ученого. Но не менее волнительна защита диссертации и для научного руководителя. Будем честными. Я думаю, что его работа на сегодняшний день уже была бы достойна докторской степени, доктором исторических наук. Просто Сурам Михайлович очень скромный человек, который многие годы работал, нарабатывал все эти материалы. Но вот он не был готов, чтобы сделать последний шаг, чисто бюрократически все это оформить и дойти до защиты. Поэтому моя работа как руководитель, на самом деле, была просто чуть-чуть его подтолкнуть именно в этой формальной стороне дела, помочь чисто структурировать эту работу, подсказать, как ее структурировать, потому что структурировал он сам.
Ну и, в принципе, выяснил защиту. То есть 53 публикации, которые у него числятся по данной тематике, включая 2 монографии, это, конечно, показатель не кандидатской, а докторской степени. Ну, слава богу, что он дошел, созрел хотя бы, чтобы стать кандидатом наук. Соискатель ученой степени доктора исторических наук Нала Касланзе и соискатель ученой степени кандидата исторических наук Сурам Саканя успешно защитили работы. Члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присвоение им научных степеней. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. Методы принудительного взыскания штрафов за нарушение ПДД обсудили представители УГАИ, МВД и Минюста Абхазии. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. В Министерстве юстиции Республики Абхазия состоялась встреча с руководством Управления госавтоинспекции МВД Республики Абхазия. Во встрече приняли участие заместитель министра юстиции Республики Абхазия Руслан Лагвилава и ВРИО начальника УГАИ МВД Республики Абхазия Дами Авицба, а также иные компетентные лица указанных ведомств. Руслан Вячеславович, в первую очередь хочу поблагодарить вас за организацию рабочей встречи и возможность обсуждения текущих вопросов нашей совместной работы. Немаловажно отметить, что от уровня нашего взаимодействия зависит качество работы в сфере административной практики. Вы правильно подчеркнули, главная задача для госавтоинспекции на сегодняшний день снизить аварийность на наших дорогах. Как вам известно, ситуация остается очень сложной. Со дня моего назначения мы внесли ряд изменений кадрового вопроса, метод работы. Мы решили, что качество работы изменится с изменением и введением патрулирования республиканской нашей трассы. Помимо патрулирования, качество нашей работы, вот, как вы правильно отметили, по административной практике, передачи наших данных, наших документов в качестве взыскания потом людей, которые имеют данные нарушения. Ну, в первую очередь рад приветствовать вас, уважаемые коллеги. Цель нашего совещания сегодня, да, инициатива была с нашей стороны. Цель нашего совещания – выработка более слаженного взаимодействия между нашими структурами, да, государственными, а именно непосредственно между возглавляемым вами управлением госавтоинспекции и структурным подразделением Минюста, это службой судебных исполнителей Министерства юстиции. Да. В ходе встречи стороны обсудили практические шаги, направленные на активизацию межведомственного взаимодействия в части принудительного взыскания административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В РИО начальника УГАИ Дами Авицба заявил, что вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, требуют новых подходов по всем направлениям деятельности. И именно в этой связи совместная слаженная работа УГАИ и всех других государственных органов в части своей компетенции будет способствовать повышению культуры вождения и сохранению жизни и здоровья наших граждан. Лицо, совершившее административное правонарушение в области дорожного движения, должно понести неотвратимое наказание за свой проступок. Именно такой подход является важным условием снижения уровня указанных правонарушений и, как следствие, влечет за собой снижение уровня ДТП в стране, отметил заместитель министра юстиции Руслан Лагвилава. В ходе совещания сторонами был выработан механизм более эффективного взаимодействия в части выявления граждан, злостно уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД. Особое внимание было акцентировано на выявление и принудительное взыскание штрафов с граждан, привлеченных к административной ответственности за вождение автомобилей в алкогольном или наркотическом опьянении, а также граждан, привлеченных к ответственности за превышение скоростного режима. Служба судисполнителей Минюста Абхазии в целях оказания содействия в части обеспечения безопасности дорожного движения, а также эффективной реализации своих полномочий намерена активно реализовывать механизм принудительного ограничения пользования специальным правом, право управления транспортным средством в отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты административных штрафов в порядке части 1 статьи 69 прим. 1 Закона Республики Абхазия об исполнительном производстве.
Кроме того, сотрудниками службы судисполнителей Минюста совместно с УГАИ МВД у данной категории граждан в качестве принудительной меры исполнения будут изыматься принадлежащие им автотранспортные средства. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Бахья Вахтанг Владимирович, 1975 года рождения, житель города Ткорчал, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Дуганаглы Тенгиз Джамалович, 1983 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Милясанов Бамбур Сергеевич, 1974 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Богателя Сосрыква Леонидович, 1996 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Игнатенко Данил Сергеевич, 1982 года рождения, житель Краснодарского края, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Салакая Ардашил Варламович, 1957 года рождения, житель Чемчерского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Анохин Сергей Андреевич, 1986 года рождения, житель Амурской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Половьянов Руслан Петрович, 1992 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Миланиди Никос Александрович, 1997 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ивин Игорь Александрович, 1984 года рождения, житель города Санкт-Петербург, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Федоров Максим Борисович, 1982 года рождения, житель Республики Чувашия, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Капикян Арутюн Сергеевич, 1965 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Асланян Андрей Аванесович, 2006 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хаджимба Алхас Леонидович, 1978 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Халмуратов Ислам Алтубаевич, 1987 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Самый настоящий праздник лета, моря и солнца прошел сегодня в столице. В Сухумском олимпийском бассейне прошли открытые соревнования по плаванию. В первенстве участвуют дети в возрасте от 6 до 15 лет. Соревнуются они на дистанциях от 25 до 200 метров в разных стилях. Организаторы соревнований – Комитет по делам молодежи и спорту при администрации Сухума. За соревнованиями наблюдала Ульяна Рожкова. Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал. Долгие годы восстановить его не удавалось. Спустя столько лет наши дети могут заниматься плаванием не только в открытом море, но и в бассейне. В соревнованиях участвуют 74 молодых спортсмена из Абхазии и России, но зачеты для всех разные. Наши спортсмены не могут тренироваться круглогодично. У бассейна нет подогрева, а море холодное. Российские спортсмены приезжают каждый год в Абхазию и тренируются. При этом они также тренируются у себя в бассейнах. Но несмотря на все сложности, наши пловцы показали отличные результаты. Как видите, у нас есть возможность сегодня проводить соревнования именно в бассейне, потому что это намного облегчает и нашим спортсменам, и тренерам. Раньше мы проводили, естественно, это в море, а сегодня мы уже по правилам плавания, по всем правилам проводим именно в бассейне. Существенно и быстро поднять уровень подготовки абхазских пловцов могут круглогодичные тренировки. По словам заслуженного тренера Абхазии Виктора Задорожного, дети занимаются 2 раза в день, с мая по октябрь. Ежегодные соревнования для спортсменов – это уникальная возможность показать свою подготовку и почувствовать дух конкуренции. Сегодня у нас такой праздник, где мы проверяем те достижения, которые они достигли на данном этапе. Наши дети. Ваши ожидания оправдались от ваших
Ну, безусловно, у кого-то оправдались, кто-то поплыл хуже своих возможностей, а кто-то себя преодолел даже. Дети, которые есть вот такие новички, только в этом году начали заниматься, вот маленькие дети, ну, показывают очень хорошие результаты. Я не скажу, что там выдающиеся, но именно по технике плавания, по скорости уже они радуют. Этим летом наши спортсмены также имели возможность испытать себя в республиканском турнире по плаванию и в ежегодном заплыве Swim-Sukhum. В завершении соревнований все победители и призеры были награждены кубками и медалями. Ульяна Рожкова, Константин Паруло, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 17-18 августа ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 28-33. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.